Начали с обсуждения ситуации в сфере энергосистемы республики. О текущей обстановке доложили заместитель министра экономики Теймур Азмикваби и исполняющий обязанности главы Черноморэнерго Тенгиз Гирджинба. На сегодняшний день выделено 84 миллиона рублей для финансирования ремонта линий Ачгуара-Псоу. Кроме того, 29 июля были повреждены магистральные воздушные линии Псоу. А без них, как говорят энергетики, нельзя осуществить переток из России. Это значит, что к ремонту линии Ачгуара приступить пока невозможно. По этому поводу по линии ВЛ-220 киловольт ПСОУ проведены подготовительные работы, подготовили к демонтажу и монтажные работы, подготовительные работы по площадке установки опор. Опоры завезены, лежат на станции, железнодорожной станции Ачимчира, готовится для перевозки его на станцию Бзып. По воздушной линии ПСО уже подготовлена смета и передана в Госуправление архитектуры и строительства. Ожидается заключение экспертизы. Предполагается, что для восстановительных работ только по линии ПСО потребуется минимум 1,5–2 месяца из-за сложности рельефа. Вопросы энергетики на первом плане, по максимуму. При этом, все будет перепроверяться. Сметы ваши, экспертизы. И все работы должны делаться в авральном порядке. Я имею в виду не только энергетиками, а нашими чиновниками. Суточный режим работы. Переходит на суточный режим работы. В понедельник экспертиза, чтобы была готова по вашей смете по линии ПСОУ. Как отметил Аслан Бжания, в прошлом году в республику обратилась российская компания с инвестиционным проектом по ремонту перепадных станций. Ранее президент поручал Министерству экономики подготовить контракт. Я давал правительству поручение. Потому как здесь принято думать, что у большинства такое мнение, что это могут быть какие-то личные интересы и так далее. Я стараюсь быть предельно откровенным и открытым. И говорю здесь вам всем присутствующим. Меня как главу государства не устраивает положение дел в энергетике, и вас тоже. Перепадные станции несколько десятилетий не отремонтированы. Это актив, которым мы не пользуемся. Этим активом надо сделать так, чтобы мы начали пользоваться. Этот актив должен принести пользу нашей стране и нашему населению. Одно предложение со стороны компании, оно может устроить, может не устроить. У правительства должно быть свое видение, что с этим добром делать. Если с этой компанией договорились, это одна история. Если с этой компанией не договорились, это не означает, что мы должны сидеть и ничего не делать. Нам необходимо запустить этот механизм. После изучения вопроса Министерство экономики республики не увидело экономической целесообразности в данном инвестиционном проекте. По предварительным оценкам, сумма, в которую обходилось восстановление, их оказалось значительно выше, нежели, допустим, строительство в другом месте. Просто впоследствии также прорабатывался вопрос о возможности строительства малых ГЭС на других реках. И, естественно, учитывая, что у нас реки все горные, бурные, и поток приносит много породы и ПГС, оказалось, что с выбором реки тоже значительные проблемы. На текущий момент проекта контракта с потенциальным инвестором у Министерства экономики нет. Меня очень сильно удивляет то, что вы сказали. Мы не видим целесообразности в восстановлении. А мы о том, что имеем дефицит электроэнергии, вы про это слышали? Вы это знаете, да? Каким образом правительство намеревается этот дефицит покрыть, если не будут созданы дополнительные генерирующие мощности? Какие есть подходы? Ну, расскажите мне, может, я что-то не понимаю? Я не готов ответить на этот вопрос. Почему вы не готовы ответить на этот вопрос? А кто на этот вопрос готов ответить? Александр Владимирович, кто готов на этот вопрос ответить? Я думаю, формулировка, сделанная заместителем министра, она немного поспешная, о том, что нет экономической целесообразности. Речь, видимо, не об этом идет. Соответствующие материалы прорабатываются в Минэкономике, есть в Черноморэнерго. Они просто не завершены еще. Вот что я вам скажу, уважаемые коллеги. В октябре подготовите все для подписания инвестиционного контракта. Есть предложение компании «Чистая энергия». Если это вас не устраивает, если вы считаете, что вы можете привлечь инвестора на более выгодных условиях, пожалуйста, находите инвестора на более выгодных условиях. Если нет, пойдете по этому пути. Если вы этого не сделаете, я с вами работать не собираюсь и не буду. Ясно все?
Удары стихии – следующая тема, обсуждавшаяся на совещании. За последние 2 месяца их было 3. В результате сильного ветра и дождя в начале июля ущерб нанесен на 86 миллионов рублей. На сегодняшний день комиссия уже заседала, было 7 заседаний комиссии. По первой стихии реальные документы были представлены Гуйрипским районом. На 16 человек мы им перечислили 4 миллиона 733 тысячи рублей. Прошли экспертизу все документы Сухумского района, документы Ачамчирского района и 42 объекта жилых в городе Сухум. Документов очень много, материалы разные, и администрации районов, особенно администрация города Сухума, работает на самом деле в авральном режиме. Ни один объект не остается без подготовки сметы и прохождения экспертизы. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике, по словам министра здравоохранения Эдуарда Будба, сегодня стабильно сложная. По состоянию на 19 августа в республике более 24 тысяч заболевших коронавирусом, 357 летальных случаев. Самым сложным месяцем был июль. На него пришелся пик пандемии. Как сказал Эдуард Будба, несмотря на то, что в России существует дефицит кислорода, в медучреждениях Абхазии эта проблема не ощущается. По кислороду скажу, что действительно в июле месяце в Российской Федерации был большой дефицит кислорода вследствие колоссального потребления больными кислорода. Больные стали кислородозависимы. Вот благодаря правительству каждый день мониторим ситуацию и вообще в круглосуточном режиме находимся на связи с нашими поставщиками кислорода. Знаем, какие есть сложности Российской Федерации, поэтому вот вчера завезено было 8 тонн кислорода с Российской Федерации. Сегодня загружается машина, и завтра, и максимум послезавтра к утру будет 24 тонны кислорода. И еще 8 тонн будет разгружаться в СФТИ. Наша кислородная станция, которая находится на Новом районе, одно время не функционировала. Но приехали специалисты из Российской Федерации, станция заработала, несмотря на, как говорится, старое, я бы сказал, условно, наверное, очень старое оборудование. На вчерашний день с кислородной станции города Сухум забрали 180 баллонов. Мною было дано распоряжение всем нашим лечебным учреждениям не содержать пустые баллоны. Значит, как только заканчивается, там расходуется 10-15 кислородных баллонов, сразу выезжает машина для того, чтобы заполнять эти баллоны и полными держать их в резерве на наших лечебных учреждениях. Просто мы не имеем права рисковать, учитывая сложную ситуацию с кислородом в Российской Федерации, поэтому мы и наши внутренние резервы держим максимально полными кислородные баллоны. С начала года на борьбу с эпидемией из госбюджета выделено 126 миллионов рублей, а в прошлом году 477 миллионов. Что касается лекарственных препаратов, то, по словам Эдуарда Будба, препараты Актемра и Артлегия достать очень сложно, так как они и в России в дефиците. Вчера самолетом вылетел груз, сегодня к вечеру мы ждем 50 упаковок Артлегии на сумму 2 миллиона 145 тысяч рублей поставка. Дальше будет следующая поставка еще на 50 упаковок. Планируем... Насколько нам хватит 50 упаковок? По-разному. Когда были пиковые нагрузки у нас, в июле месяце мы выдавали до 15 упаковок, до 20 упаковок иногда в день. Бывало, что 3-5 упаковок мы выдавали. Бывало, что по-разному. Сейчас, учитывая незначительный спад, мы будем планировать выдавать, мы, как и планировали, выдаем всем необходимым пациентам, которые нуждаются и в инфекционной больнице, и в Гудаутском ковидном госпитале эти препараты. С начала пандемии по 19 августа выдано лекарственных препаратов Гудаутскому ковидному госпиталю, лабораторных реагентов и расходных материалов на сумму 178 миллионов 800 тысяч 97 рублей, в том числе Артлегия 360 упаковок на сумму 18 миллионов 433 тысячи 125 рублей. И Актемра 69 упаковок на сумму 4 миллиона 608 тысяч 820 рублей. За последние 10 дней выдано лекарственных препаратов, медицинских изделий, лабораторных реагентов и расходных материалов на сумму 6 миллионов 832 тысячи 683 рубля.
все знают, какие есть сложности, никто в стороне не находится. Все на связи, какие-то вопросы, мы открываем склады ночью, если человеку нужен препарат, мы в круглосуточном режиме реагируем. Вообще никаких вопросов в этом нет. Другое дело, что сложности именно с покупкой этих препаратов. В ходе совещания обсудили и тему компьютерного томографа в Гудаутском ковид-центре. По поручению президента министр здравоохранения Абхазии обратился к компании Foresight Medical с вопросом возможного восстановления аппарата. Как ответили представители компании, они готовы восстановить КТ и принять его на годовое техобслуживание с гарантией. Они готовы в ближайшее время выехать, поставить сюда трубку, взять эту ситуацию на гарантийное обслуживание сроком на 1 год за 800 тысяч рублей, куда будет входить подключение дистанционного модуля. То есть они будут дистанционно видеть, если трубка будет перегреваться или теплообменник будет некорректно работать, они могут дистанционно ее отключить для того, чтобы не было последствий перегрева и выхода из строя оборудования. Вот такая ситуация на данный момент. Премьер-министр Александр Анкваб прокомментировал ситуацию вокруг КТ, отметив, что никаких претензий к меценатам-благотворителям нет. Есть вопросы только к компании-производителю. Ведь речь идет не о наших меценатах. Их никто не обижал, их никто не оскорблял. Речь идет о том, что не бывает рабочего компьютера за 14 миллионов рублей, который не будет выходить из строя. Об этом речь вел Анкваб Александр Золотинскович. И чтобы выполнять гарантийные работы, фирма должна быть лицензирована производителем того или иного оборудования. Я не хочу углубляться в такие вопросы, но объективные данные говорят совершенно о другом. Этот компьютер выработал давно свой ресурс, и все последующие замены будут производиться через какое-то время, снова компьютер будет выходить из строя. Цена на рынке компьютерных томографов разная, в зависимости от срезов. От 30 миллионов рублей более 60 миллионов рублей. Чтобы компьютер работал. Мы компьютер в Абхазии купили в 2010 году в республиканскую больницу. Он исправно проработал 10 лет. Но после 10 лет начинаются проблемы, они закономерные. И дело не в энергетиках. Абхазские энергетики выполнили все условия, которые ставила фирма, и до, и после. Если они говорили, что нужно заменить кабель, сделать большего сечения, абхазские энергетики делали этот кабель, который в 3 раза мощнее. И ни в одном случае не перегорал источник бесперебойного питания. Ни в одном случае. Если бы была виновата наша электроэнергия, то сгорел бы источник бесперебойного питания, потом сгорел бы компьютер. Не было этого ни разу. Значит, дело в самом компьютере. Если это кто-то считает за мое неуважение к тем, кто его купил, это не так. Я сказал о другом, что продавцы подвели покупателей. Что это не происходило никогда, или не происходит, или не будет происходить. В данной истории я остаюсь при мнении, что нам нужно купить новый туда компьютер, Гудаутский госпиталь. Надо было сказать, что у фирмы не было сертификата, фирма чем занимается, а тех людей, которые это привезли, большое им огромное человеческое спасибо. Вот тогда все прекрасно все поняли бы. А сейчас так получается, что мы в лице государства неблагодарны тем людям, которые нам помогали все это время. Аслан Бжани поблагодарил всех, кто оказывал и оказывает помощь в это нелегкое время борьбы с пандемией коронавируса. Мы благодарны всем тем, кто помогал нашим гражданам, нашим соотечественникам и не только нашим соотечественникам, всем без исключения. Моя позиция состоит в этом. Деньги на ремонт КТ будут выделены уже в понедельник. Кроме того, не исключается возможность покупки нового аппарата. Работа одновременно 2 КТ не будет лишней, подчеркнул президент.
Гукса Вардания, Алексея Гухава, Сейда Гухава, Абхазское телевидение.